Здравствуйте. Здрасте, 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 дорогие друзья. Ну, в общем, логика простая, что сложная, короче. Вот буквально синхронно на прошлой неделе мы это с тобой не обсуждали. У нас там, ну, это есть такие два человечка, их обоих осудили, короче, самым лучшим русским справедливым судом. Одну на 6 лет за За кого? дискредитацию армии. Ну, Бурятия это чисто, А, бурятская тема мгм, вот эта вот. понял. И этого за призывы к терроризму, ну так вот, по крайней мере, эти звучат сроки там, да, на 6 лет. Мгм. И вот что-то мне как-то странно, заочно причем, то есть. Они за границей. Да, один в США запросил политическое убежище, другая убежала через Узбекистан в Казахстан. И там запросила. Ну, там ситуация такая, что ее обвинили в мошенничестве, там какая-то женщина пострадала. Ну, то есть у нее был канал, что-то она там, короче, якобы не по той ссылке перешла. У нее угнали канал вместе со зрителями. И там, ну, какую-то чушь, там, типа криптовалюта, вложения. Ну, и тот вот, кто писал, и он там пишет, да я там вот решила, там, типа, пятое, десятое. Ну, какая-то женщина купилась на это дело. Там какую-то сумму, там, 500 или 300 тысяч там этим мошенникам перевела, типа, ну, под процент. Ну да. А я такой думаю, ну как-то странно это, то есть, ну, угнали целиком канал, то есть не просто канал, так еще и угнали, значит, аккаунт, вот, ну, из которого переписка была, я так понимаю. Ну, а как они его угнали, если симка у тебя привязана к этому аккаунту? Ну, то есть, что-то там мутная, короче, какая-то история. Ну, я не удивлюсь, что там госпожа Болтатарова, она каким-то образом, в общем-то, там тоже поучаствовала. И вроде формально-то действительно она и не мошенница, короче. Ну, в общем, я так понял, что дело это закрыли, поскольку прямых доказательств нет вот этого интернет-мошенничества. А может и не закрыли, кто его там знает. Ну, в общем, судили ее именно по дискредитации армии. Новомодная эта статья, по Да. которой уже там человек там Да, 500-600 сидит, да. наверное, если не больше, осуждено там и не сидит еще больше, потому что вот с 22 года буквально вот этот список Росфинмониторинга, он как на дрожжах вырос, короче. Там Да он было продолжает расти. 1,5 или 2 тысячи до этого, вместе со мной, кстати. А сейчас этот список что-то 15-20 тысяч, если там уже не 25, короче. И он не остановится, этот список. Он будет расти постоянно. Так, кто-то лазит у нас на столе. Сейн. Ну и вот, и, короче, получается такая вот катавасия, что ей за дискредитацию дали 7 лет, а чуваку, который в США 6. сидит, 6, который, ну я так понял, что за призывы к сепаратизму, типа. Я думаю, что за К странная строка. экстремизму, да. Вот как ты думаешь, что, почему это? Я вообще даже не представляю, почему это. Я думаю, что, конечно, по нынешним временам мало дали и ему, и ей. Не, ну, Понимаешь, но я склонен очень, подозревать, что их вела одна контора, это ну, было естественно. какие-то там отдел какой-нибудь ФСБшный, вели каких-нибудь два там типа летехи, которые только-только там приступили Которые к грамотно не смогли деятельности. составить Не-не-не, дело. то есть им дали просто, короче. Ну и там же есть процессуальные сроки, в Ну да. рамках чего они там должны там какие-то доказательства предоставить, там, изобличающие, там, пятое, десятое. Ну и чтобы себе погоны сделать, ну это какие-нибудь блатные персонажи, которых на парашютике спустили. И я вот разговаривал там с этим, ну, с осужденным, ныне осужденным, бывшим ментом Усиновцем. И он мне там что-то пытался доказать, что это какой-то там опер, типа, хочет себе там, ну, погоны сделать, палку срубить там и так далее. Но уникальность там ситуации в чем? В том, что в США ты же знаешь, что такое процедура политического убежища там, Ну да? да, ой, да. Расскажи немножко. Да, что через рассказывать. Ну, давай говори. Ну, как она, в принципе,
мало чем отличается от здешней процедуры. Ты также подаешь. Но ты сам по себе, ты заехал по визе туда, в США, Да, да? по обычной визе туристической. Туристической. Мгм. Вот. И все, и пришел, говорю, я хочу. Я даже, Это какой примерно год был? это, наверное, примерно был год, может, 2000-й. Ну то есть это тогда, когда Это вообще еще до на Путина. ура, короче. То есть там и республиканцы, и демократы, они к мигрантам, особенно тем, которые заехали Да-да-да. по туристическим визам, а это уже что-то дозначило, получить Да-да-да. туристическую визу. Это вот, я так понимаю, что всегда была открыта граница с Мексикой. То есть там в США можно было через Не, ну Мексику как, что попасть значит вообще без открытая? проблем. Она открытая не была, просто люди, ну не то, что Но она не грамотно. демаркирована там местами. Почему? Там забор-то только вот при Трампе елки Нет. поставили. И что? Я объясняю, как люди переходили границу. Они выходили вот там в горы, блядь, так называемые, и где-то замирали под кустами, в пещерах, там где угодно. Наступала ночь, и они начинали двигаться, и двигались всю ночь. Потому что днем постоянно вертолеты летают. И ездят машины, ты не пройдешь. Ну так было, ну. Да, а ночью я знаю людей, даже лично знаю несколько людей, которые, например, с вот этой мексиканской границы, там, Сан-Мексико, да, они добирались, например, месяц до Флориды. Без ничего, просто вот как в чем есть, вот они пошли, и вот они пришли во Флориду. Угу. Ну, таким образом. Ну и вот, ну и, собственно говоря, и тогда, я думаю, и сейчас люди, которые совершили какое-то преступление, а там же в США прецедентная система, и там куча различных фелони, например, есть. Это когда там преступление, связанное там, ну, с тем, что ты подрался или побил кого-то. Ты имеешь в виду преступление против личности? Да, преступление против личности. Есть преступления. Это у них самое страшное преступление. Есть преступления, которые связаны, например, вот просто ты не заплатил штраф, да нет, и судья тебе говорит, значит, поедешь срок отбывать. Нет, короче. такого не бывает. Как не отбывать? Да так, судья говорит следующее. Вот вы не заплатили штраф там за 2 года, вот вам срок 3 года. Вы за этот срок должны выплатить все, что вы должны государству. Мы вас не будем осуждать, все, идите и платите. И человек поворачивается. Вот. Это раньше так было. И сейчас так. Сейчас там ситуация была такая, что тело там ехало, блядь, на машине. Его поймали полиция и сразу в суд его. Его где-то в другом штате задержали. По поводу чего в суд? По поводу вот неуплаченного штрафа, короче. То ли за алкашку там. Не, то ну ли так за это, еще наверное, что-то. штраф уже там не 1 год. И не, это вот свежий штраф. Свежий и штраф не будет такого. его депортнули с одного штата в другой. Понял? Зачем? В суд. Ну да, по месту, видимо, преступления. Закинули в суд. В суде говорят, будешь платить штраф, там что, $500 или, Ну, может, там копейки, 1500, короче, какие-то. Ну, тело заявляет, денег нету, нет. типа, там, так далее. Тогда, ладно, там, Тогда 10 суток или 2 Да, недели, тогда короче, может понял? посидеть в тюрьме. Но, оказывается, Ну, заставят отработать. если ты платишь штраф, ну, это как проступок. Мгм. Ну, забыл, не заплатил. Административное Да. нарушение, да. Но если тебя посадили, это совершенно как-то по-другому называется, короче. То есть, если ты отсидел. Нет, смотря на сколько посадили. Вот ты отсидел этот период, и ты уже считаешься там у них как будто бы преступником. За 15 суток? Естественно. Ну, то есть, там немножко другая логика, нежели чем Там в Рашке, считается так, короче. что если тебе назначили Вот, например, у срок, Лукашенки, назначили тебе срок, ну, и этот срок там 364 дня, то ты ничего, вообще не несешь никакой ответственности, в принципе. Ты можешь спокойно подавать на статус, на что угодно. Но если 365 дней, то ты уже не имеешь права ничего. ну, может быть, так раньше было, а Я думаю, сейчас... что и сейчас так же. Сейчас вот такая хрень, за меньшее преступление, даже если ты не совершал, короче, тебя уже депортируют. И вот сейчас недавно какого-то Так я слышал, пермского активиста, короче, ни одного, двух. который, значит, через Мексику попал. А я с другой стороны думаю, а где все эти многочисленные русские правозащитные фонды? Ну вот он же попал, да?
этот, в, Я тоже в это так слышал. называемый детеншн попал, Так они да? его депортировали-то в Россию. Ну, в том-то и И дело. здесь его сразу И, посадили. допустим, в Техасе там до этого был тоже какой-то проситель убежища, ФБКшник, там что-то в этом роде. Тоже И там в депортировали. определении у судьи было прям написано так, что, ну, вы знаете, да, конечно, пытки это все там тяжело, что вы там опасаетесь пыток, там пятое, десятое, но вот мы-то предоставляем убежище, если есть вот действительно доказательства того, что вас там убьют. Ух, нихуя. И типа они там даже какую-то там благодаря там каким-то русским правозащитникам Ага. привели, значит, вот эту динамику по пыткам. Ну и что вроде там из тысячи, которых пытали, только один там помер от того, что, ну, его не так залечили там. То ли задницу ему там не так зашили, то ли еще что-то, Ну, то ли короче, там умер. заразили. Ну, то есть логика такая, что вот для судей из республиканских штатов, типа Техаса, короче, то есть вот эта вот апелляция к тому, что я так, ну, я боюсь, там, смертельно боюсь, что меня там посадят и убьют, короче, она, в принципе, на них никак не действует. То есть и депортация, она там прям, ну, они прямо прецедент создают, что мы вас депортируем, да, мы знаем, что там такой-то секой-то режим, там, пятое, десятое, короче, могут вас пытки ждать, но, типа, это не основание для того, чтобы вам предоставлять здесь убежище, там, пятое, десятое. И это люди, которые не совершали никаких преступлений, они все это время сидели в детеншене, ну, то есть сидели в детеншене фактически, в тюряге. И, ну, логика там есть, конечно, такая с этим, с детеншеном, в том, что это же частная большая часть Угу. тюрьмы-то. Угу. И они, в общем-то, судьи, они там даже сериалы по этому поводу снимали, о том, что судьи там на парочку, ну, то есть коррупция судейская там какая. Что вот он, ну, казалось бы, да, типа, а сколько оправдательных приговоров у этого судьи американского. Угу. И вдруг оказывается, что этот, значит, судья, он как русский судья, у него там 0,1% оправдательных приговоров. Это точно какой-то. И он всех даже первоходов загоняет в тюрьму, короче. И потом, ну, типа, люди выясняют, что это за тюрьма, а это частная тюрьма, короче, по итогу. И там обнаружили группу судей, которая вот конкретно занималась наполнением этой частной А тюрьмы. тюрьма финансировалась, да, государством? Да, и потом выяснилась прямая связь, короче, между владельцами тюрьмы и этими судьями. Судьями. Ну И и там, да, финансировали. и храбрые ФБРовцы там это дело, значит, расследовали, какие-то судьи там то ли повесились, то ли что ли, ну, в общем, были, ну, Ну, по ясно. справедливости восторжествовала вроде как. И, ну, а фишка такая, что ведь вот когда была война, началась война, вот 22 февраля, Угу. там тоже сидели вот эти людишки-буряты многие в детеншене, и их вдруг внезапно выпустили. А сейчас всех россиян садят в детеншн, особенно тех, которые едут одни. Ну, без детей, без жены семьи. там и так далее, да. И это вызвано тем, что начали просачиваться после войны вагнеровцы, просить политическое убежище, начали просачиваться кадровые военные, кадровые всякие менты, всякие прокуроры бывшие там на пенсии, короче. А едут они в США, да, то есть вот они Чтоб как бы хорошо путинский жить. режим. Ну да. То есть при этом логика какая? Вот он едет один, а пенсию свою оставляет там вот этим всяким детям своим, там, этим, Ну, ясно. понял, да? Хитро, вот такая тема. Ну и они там, естественно, все как крысы сидят там, лишний раз там боятся это, потому что боятся, что эту им пенсию аннулируют. А Да. там же раскусили эту схему, короче, в Если пенсионном 2 фонде. месяца в пенсионном фонде, если кто-то тебя Да. заложил, и ты больше 2 месяцев отсутствуешь, даже не в другой стране, а вот ты живешь, например, в Новосибирске, ты уехал в соседний город, там, Бердск, и 2 месяца не присутствуешь в Новосибирске в пенсионном фонде, все, тебя пенсию останавливают. Абсолютно точно я это знаю. Вот такая вот ерунда. Поэтому все молчат. Тихо, Но что- останавливают выплаты или все равно она Выплаты, начисляется? Она идет, начисляет, но ты ее не получаешь. Мгм. Пока сам не появишься, не пройдешь все разборки, там, зачем ты уезжал, что ты делал. Вот таким образом. Угу.
И всех интересует, с кем я разговариваю. Разговариваю с Сергеем Власенко, дорогие друзья. Наш несменяемый, так сказать. Да, гость в студии. Депутат Уже съезда не народных. гость. Да, про Депутат депутатство съезда не народных надо. депутатов, короче. Нет, про съезд не надо, это уже Сегодня там гоняли, короче. прошедший. Это уже прошедший. Ни свет, ни заря гоняли тут по вопросам всяких интересных дел. Ну, в Какие общем, там депутаты? Уже кончилось все. ладно. Ну и вот, и, короче, вот этому парняге, да, вот я такой думаю, ага, как-то очень интересно совпало. То есть его там по пьяни, ну, из-за алкоголизма хронического поймали, дали штраф, потом осудили. Потом он сидел там, боялся этих африканцев, короче, которые вместе с ним там сидели, пугали его там этими черными письками. Значит, и он там пропал, и, ну, все подумали, что он либо попал в аварию, либо погиб, короче. Потом, либо депортировали его. И мне самое главное пишут, ты, говорит, знаешь, что там стало, где там этот персонаж? Я говорю, ну, особо интереса-то нету, не слежу. Ну, человек взрослый, в конце концов, может и потеряться, да? А потом, оп, и буквально там через 3 месяца, я более чем уверен, кураторы его, они-то сообразили, что все ему в Америке, это, ну, кранты, вилы. Но поскольку уже вложены деньги, отправлен человек через Мексику, деньги заложены, раскручен канал его ютубовский там, понимаешь? И, соответственно, они поняли, что надо что-то его как-то выручать в этом отношении. Там, оперка, давай там, ну, значит, надо вот ответственно, там, террорист, там, экстремист, письма там слал в школы, суд минировал, якобы. Ну, то есть всегда такая подстраховка у этих персонажей есть, которых перекидывают туда. Ну, у которых, там же как была ситуация, вот это уголовное дело, которое против меня есть, это же срежиссировано полностью. Ну, в лучшем духе вот этого НКВД. Внедрить на сетку, короче, Ну да. чтобы наседка там загнала там, давай поедем как этому Михоэлсу, да, там, поедем там какой-то вот этого агента их его взяли, там, он говорит, вот там в Минске там какое-то мероприятие, собрание там и так далее. Ну, Михоэлс этому доверял, хорошему еврейскому мальчику, поехал. А оказывается, вот он агент, но чтобы дальше разыграть, их обоих убили и бросили под этот, под КамАЗ. Ну, не КамАЗ, под какой-то газик или полуторку, или, короче. То есть и агента своего даже заводили. Ну и здесь вот такая же персонаж там. Таксовать стал, естественно, там. Они, видимо, выбирали грохнуть меня, короче, или в тюрягу посадить. Ну, видимо, они нашли торпеды, ну, кто там, дол какой-то или еще что-то. Ну, нашли каких-то других оболтусов, чтобы на меня напали, короче. Ну, видишь, я не оказался не робкого десятка, начал защищаться. Ну, и тоже для них неплохо стало, что меня можно будет засадить, короче. Ну и поэтому, соответственно, а этого награду сразу быстренько оформили. Я смотрю, буквально за месяц собрался и в Америку уже потаранил, короче. Я говорю, ты на какие шиши, ты же голодранец. И паспорт ему быстро выменяли, имя быстро поменяли, понял? А я такой говорю, ты как это так шустренько-то, короче. И самое главное, он знал, что я тоже собираюсь в США. И мне ничего не говорил. А я, ну, там, с приятелем с его общался, который, ну, нынче погиб как раз. А он говорит, а ты что с ним-то не едешь? Я говорю, так если бы этот пидом это сказал бы, что вот он уже все документы делает, меняет, это, я, говорит, сказал, типа, я говорю, как ты сказал? Ну, сказал, может быть, так, что вот там планы какие-то есть, но не сказал, что вот конкретно все такого числа уже еду, такая-то схема там и так далее. Может быть, я тоже присоединился бы и поехал. Но я так думаю, что в планах не было. Они меня там по ушам катались, мол, там все в порядке будет, там 5-е, 10-е, такое случается, там это. А мне одна таксистка сказала, говорит, что ты, говорит, это, ежуха новостро. Тут они тебе просто по ушам катаются, менты, короче. И вот они не ожидали, короче. И как только я оказался за рубежом, в безопасном месте, там шок, трепет, алкоголизм в прямом эфире, там какие-то, значит, ну, такие телодвижения, что основную функцию это не выполнил. Выпорхнул я.
из клеточки-то. Видишь как? И возвращаясь к вот этой журналистке, ну, естественно, что надо это делать, короче. Вот. Ну, есть определенная проблематика, короче. То есть они-то думали, что одно дело закрыли, его там награду, там неочередное звание, видимо, тайно присвоили, короче, и отправили на ответственную работу в Соединенные Штаты Америки, короче, чтобы он там разлагал эту люмпино-комбедовскую массу, эту коммуняцко-левацкую, короче, там в Соединенных Штатах Америки. Ну, я сейчас гляжу, там по всяким этим праздникам катается, понял, там. Ну, вот эти всякие там буряты эти исполняют то же самое, что в совке делали, короче, там танцы-обниманцы, там, да, песни, пляски, там, ну, всякий набор ерунды, короче. Вместо того, чтобы собрать там конгресс бурятского народа в Соединенных Штатах, короче, там, поставить такие-то эти, собрать группу, значит, лоббистов. Ну, там уже достаточно, то есть, мне какой-то еврей сказал о том, что уже количество бурят таково, что вы уже можете лоббировать интересы не только вот в локальных каких-то сообществах, а уже на федеральном уровне, короче, уже в Вашингтоне. Уже говорить, ну, выбрать людей, чтобы они в Вашингтоне говорили о том, что вот там 14, там 10 тысяч бурято-американцев там желают там то, сё, там пятое, десятое, там, церковь свою, там, некоммерческую организацию какую-нибудь, там, гуманитарного или какого типа. Ну, поскольку, видишь, не хватает деятелей, так скажем, организационных, короче, и под это же дело еще нужно, ну, в США, ты же сам знаешь, такая страна, что нужно постоянно работать. А если у тебя есть деньги, ты там расслабляешься, там, никто волонтерить там, да, после таких условий труда, да, особенно мигрантов первого поколения, никто там не будет там за этих дурачков там впрягаться. Причем, что я вот, ну, то есть, как бы, я же планировал создать там правозащитную организацию, но когда столкнулся с реалиями о том, что вот это тупое просто, абсолютно какое-то примитивное это быдло, оно начинает у тебя отнимать время. Просто я ему уже все просто, я ему шаблон выслал даже. Говорю, напиши вот имя, фамилия, там, 5-е, 10-е. Что ты там, чем занимаешься, там, значит, по каким вопросам тебя преследуют и так далее. Тело просто тратило мое время, короче. Это вот, ну, полудурок умственно отсталый. Идиот он там сейчас вроде как в Корее, но это идиот просто, вот. Понимаешь, и таких идиотов с инициативы их полно, короче. И в итоге они так себя ведут, что вот эти люди, которым действительно нужна помощь, они, ну, как бы остаются незамеченными. С другой стороны, я вообще, в принципе, считаю, что в эмиграции, особенно в вынужденной эмиграции, ты должен сам за себя отвечать в первую очередь. Да. Если собственной головы на плечах нет, ну, будешь как живица, короче, болтаться там в проруби. Ой, я сказал живица. Ну, в общем, ситуация такая, что от твоего собственного мнения очень сильно все зависит. Вообще от твоей собственной деятельности. Конечно. А если ты, ну, вот такой, там просто все побежали, и я побежал, ну, так это, извините, это не работает. И поэтому многие там денежки протратили родительские, там накопленные денежки протратили, вернулись. Некоторые даже на СВО пошли, короче, завербовались. И уже успели сдохнуть. No. Ну вот, а возвращаясь к вот этой журналистке, так называемой, как ее называют, там, скандально известная, короче. Тоже знаком, я помню, в 2013 году она вдруг там каким-то неведомым образом возникла, значит, это, решила освещать мое дело, короче. Ну, поскольку там был стукач, один из этих, из ее знакомых, там, значит, из русского, там, вот этих всех русских, там, нациков, прорусских нациков. Значит, и, ну, она, видимо, посчитала, что надо поучаствовать в этом процессе. Я помню, всю дорогу хвалилась, что у нее там какие-то связи с ФСБ есть, там еще там что-то, куратор у нее какой-то там,
пятое, десятое. И вдруг я узнаю, я уже будучи здесь, вдруг узнаю, что та в Казахстан эмигрировала и попросила политическое убежище в Казахстане. Я говорю, ну это что-то не... Все правозащитные организации, которые занимаются в том числе значит, всякими журналистами и так далее, рекомендовали, ну, в лучшем случае, Грузию. Ну, Грузия, Армения. Как лучший вариант рекомендовали Турцию, короче, Ну выезжать. да. Не думаю, что денег не хватило. Думаю, что просто Казахстан это была такая площадка, в которую все равно кто-то побежит. Они планировали войну начать. И, естественно, им там были нужны люди, которые бы занимались как будто бы правозащитой, короче. Отлавливали вот этих всех самых буйных, короче. Ну и действительно, там они вдруг некоторые непонятные лица, и я вообще не знаю, вот, кто рекомендовал эту Балтатарову там, к этим правозащитникам недоделанно. Но я думаю, что это просто был вот этот весь спектр вот этих правозащитников. Это были подментованные, ГБшные там и так далее, короче. То есть они таких же вот выманивали. А там дураки, которые им в сетки попадались, короче, они их раз-раз так. Вроде мы тобой заниматься будем, там, пятое, десятое, а потом хлоп его. Короче, эти КНБшники. Ну, эти КГБшники эти, казахские. И раз его на границу. И там был еще один дурачок, они этим дурачком занимались, он какой-то, он вообще там что-то заявил, короче, что ему там и визу сделали во Францию, еще что-то. И он такой выступил, что вот эти нацисты, ну так подсадной такой явный. Нацисты эти, значит, калмыцкие, там, обосрал там какие-то организации, которые вообще даже близко к этой организации никакого отношения не имеют, короче, что они потребовали от него, чтобы он там отказался от российского гражданства, там еще там, что, ну, какую-то ерунды наплел, значит, и в итоге там так, я так и не понял, что ему получилось, предоставил ли ему Казахстан политическое убежище или нет, но вдруг этот, значит, он оказался таким патриотом вроде России матушки, там, патриотом Калмыкии, но вот он против войны, короче. Ну, я говорю, что сейчас на третий год-то, конечно, все это усложнилось, естественно, что и таких дураков вражки садят там на 10, на 15 лет, короче, да. Ну и вдруг неожиданно там, значит, дело, видимо, обострилось, короче, ну, то есть решили релацировать эту персонажку. И неожиданно Франция выдала визу гуманитарную. Да, то есть внезапно вдруг. И вот поэтому тоже какие-то определенные сомнения есть. Но мне кажется, что это все синхронизировано. И сейчас она во Франции. Да, и суды, вот, ну, чтобы их там в случае чего там не депортнули, короче, за пророссийскую, так скажем, позицию, там, да, им там навешали уже заочно срок, и который вот он будет там, не так пройдет 6 лет, например, или 7 лет, и типа отменят. Он так в замороженном состоянии будет находиться. То есть его невозможно будет выслать. Он попадет, а там есть какие-то определенные нормы, которые не позволяют, значит, государствам, давшим там убежище или предполагающим, что они будут давать, что если человек, ну там же есть вероятность, вот этих отсылают, ну, на него заведено уголовное дело. А там же, ну, как у американцев, ну, заведено уголовное дело, но не факт, что оно превратится в приговор же, да? Ну да. В Америке. А Да. в Рашке-то это 100% приговор. Это 102%. Еще даже, скорее всего, и смертный приговор. Ой, блядь. Сколько вот этих бедных, несчастных этих дурачков, тоже там аутистов всяких там и так далее, с синдромом Туретта, которые тоже там громко выступили против войны, а теперь там по 20 лет хапнули и сидят, короче. Запомните, вы мне нужны в свободных странах. В Соединенных Штатах Америки, в Европе, в Корее, в Японии. Туда надо ехать, потом хоть что говорите, там наговаривайте, для кейса наговаривайте, там, вступайте в нашу партию Бурятского возрождения. Сегодня, кстати, через несколько часов состоится очень знаковое мероприятие. И
общем. Ну, я потом отдельно видео запишу Мгм. по этому поводу. Ну, вот у меня такие подозрения есть, потому что, видишь, как-то синхронно, они, может быть, не синхронно завелись дела, но синхронно отослали в суд. Понял? Синхронно отослали в суд. Там, я не знаю, там еще, наверное, также синхронно отошлют против Карлицы, там какой-нибудь, там еще квадратномордый, Морландихи. Мгм. То же самое, эти вот все спящие агенты, вот эти гыбухи, которые, ну, в свое время оказывали услуги Гыбне, Мгм. там, в рамках этой, как его, сибирской творческой группы, там. Морландих на этом, на Иньязе училась. Они там через вербовку эту проходили там, короче, на втором, на третьем курсе. Так что тоже там всплывут определенные моменты. Так, что там у нас? Что там пишут? Так, пишет Скалон, какое видение у тебя насчет центров Кореи? Ну, короче, там вроде ребята что-то суетятся. Но у меня такое ощущение, что ничего у них не получится, потому что ты должен вот на 24 часа, 7 дней в неделю и 365 дней в году, короче, этим делом заниматься. А если у тебя ни финансов нет, это там где-то настройки вынужден подрабатывать, это все будет, ну, так как вяло текущая шизофрения, все это тянуться. А если даже и будет продукт, ну, он такой нежизнеспособный, нужны бабки нормальные. Реально, кто могли бы сделать, там зачем-то в Южной Корее тусуется сынок Наташки Арно, якобы на обучении, короче. Но я думаю, что он там присматривает за... Ну, там, поскольку у нас в Южной Корее в основном это работяги, в США-то всякие интеллигентишки поперли, ну, у кого денежки были, еще с номенклатурных времен, еще там с 90-х годов кто наворовал и так далее, то Южная Корея это чисто вот такой пролетариат, это у нас как ЛВРЗ, ну, я шучу, что Южная И Корея, Корея берет спокойно, да? Южная Корея, она должна была быть как ЛВРЗ фактически, то есть в свое время, то есть в 30-е годы нас же от ЛВРЗ бурят отстранили, чтобы мы, ну, этими стали, как его, пролетариями, так скажем, работягами. И, соответственно, это привело к тому, что вот когда совок-то распадался, работяг-то у нас не было, чтобы взять-то вот это все, блядь. Все вот эти предприятия-то, понимаешь? Ну, не работало там бурят на предприятиях. Поэтому, ну, что там сидеть в колхозе, там, баран пасти, там, коров доить, короче. Что, они понимают, что на этом предприятии, на каком-нибудь Тугнуйском угольном развесе, там, миллиарды долларов делаются. Хотя вот он, там, 100 километров до него. Собраться там толпой, заехать, короче. Все сказать, наше, да. Понимаешь? И все, и никто бы ничего в 90-е годы, что бы не сделал. И директором бы бурят стал, понимаешь? Тоже бы копейки. Конечно, может быть, пришлось бы в середине 2000-х отдать, короче, это все, но 15-20 лет бы кормились с этого предприятия. Там ни одна семья бы миллионерами стала, бурятская. Видишь как? А вот этого понимания нет, и вот поэтому, конечно, за Южной Кореей там приглядывают, присматривают эти вот персонажи всякие. Хорошие бурятские, я их называю. Поэтому мы организуем здесь центр бурятский республиканский в Варшаве, Бурятский республиканский центр. И уже на основании этого центра мы создадим филиал и в Соединенных Штатах Америки, в США, и создадим филиал в Южной Корее, короче, при поддержке наших американских партнеров, в том числе из Хадсоновского института. То есть это будут именно исследовательские. То есть мы будем интервьюировать бурятошек, которые там, как настроение, как что. Ну, я там переписываюсь с некоторыми бурятами, которые, ну, все равно вот это узконациональное, узко там племенное, там немножко в них играет, короче, что там,
начинает там это говорить, что да мы лучше работаем, да эти хуже работают, да эти там с этими не хочу взаимодействовать, там пятое, десятое, короче. Ну, то есть немножко ксенофобия начинает проявляться. А ксенофобия и как ксенофобия это все русские болезни. Я уже сказал там на Олеговском мероприятии 21 числа. Я говорю, ну, если там даже Украина проиграет, короче, и американцы продадут Украину там Путину, то я говорю, ну никуда же не денутся наши люди, которые научились убивать других людей, Ну да. бурятские. И у них возникнет вопрос, а что это Тугнуйский угольный разрез или бурятское золото не бурятам, не на бурят работает. Понимаешь, или, например, Каскад ГЭС, почему там буряты в 90-е годы получали электроэнергию А бесплатно, это в Бурятии каскад? а это все наше. Это все бурятское. То есть вот этого понимания, видишь, у бурятошек нету. Почему? Потому что они не росли в условиях пролетариата, так скажем, в рабочих поселках там и так далее. Ну, а что там в колхозе, там что, все это на парашютике спускалось. В советское время колхозы, они сильно датировались. Можно Да. было там всю жизнь прожить, толком не работая, короче. Баранов там есть, воровать там, ну, понимаешь, вот это все тянуть. И там же как уже спор с такими ребятами возник. Я говорю, вот смотри, там же раздали это колхозное барахло, все имущество, там 5-10. Я говорю, а почему вы не увеличили количество тех же овец? Вот было поголовье сколько, почти 20 миллионов, да, а почему оно не 40 стало? Я говорю, да потому что люди-то понимали, как колхоз был, можно было воровать оттуда корма, короче, и кормить скот. Да? И толком сидеть, ну, ничего не делать. Вот так же было. Ну, своровали там пару тонн, короче, зиму хватит, косить не надо, там ничего нет, комбикорма, там этих наворовать, всякого зерна и так далее. А когда датирование колхозов прекратилось, короче, все уже дудки. Уже самим надо сеять, пахать. А это сложно, ну, потому что цена между сельхозпродукцией плюс всякой там техникой, ГСМ там и так далее, она несоразмерна. То есть в совке же сколько там этот комбайн стоил? Комбайн стоил 1000 рублей, в то время как вот эта Волга там или сколько, или там Жигуленок стоил 5000. Ну, то есть это несоизмеримо, да, потому что комбайн датировался, его производство, и в конечном итоге цена, она датировалась по многим параметрам, короче, и в итоге цена выходила дешевая для сельхозпредприятий. И они могли там обновлять вот эту, ну, парк техники. Там, Ну да, все сейчас прочее, никто ничего не датирует. естественно. Там, может быть, какие-то региональные дотации есть, но в Бурятии этнической, может быть, в целом неплохая урожайность там по рже, ячменю и, значит, пшенице. Ну, а в целом очень низкая, потому что рискованное земледелие, вообще, в принципе, неразвитое земледелие, поэтому тут вопросы такие. Тут, видимо, у Баира есть время. Ну, я рад за Баира, если есть время. Вообще, в принципе, я считаю, чем больше бурятских организаций будет создано, тем это лучше, на самом деле. Я вот все жду, когда Молодаева какую-нибудь марксистскую школу откроет, короче. Ну, вот как раз почему-то все умственно отсталые, они все марксисты, социалисты там. С другой стороны, вот эта идея, да, этих Шариковых-то, Ну вот да, взять все, да и поделить, понимаешь? невозможно это будет. Да, ну как это говорят. А что вы, товарищ Шариков, считаете? Да, говорит, это спор этого Энгельса с Каутским. Ну и кто Все прав? усложняют, там это, надо просто взять все, да и поделить. поделить, короче, понимаешь? И тот не прав, и тот не прав. Ну, ты точно не читал. Этот, Собачье сердце? нет, Каутского с этим, с А, Энгельсом. нет, Каутского мы не читали. Ну и вот. Спрашивают, где Баиров? Ну, спросите Баирова. Так, и вот, ну, я не знаю, 39 человек нас смотрят. Напишите, друзья, откуда вы. Скалон пишет. Кстати, вопрос я уже после стрима, кому верить насчет фонда Бурятии.
Фонд Бурятии — это американская организация. Они также зарегистрированы в Швеции. Фу, бля, в Швеции, в этой, как его, в Чехии. Почему Швеция возникла? В Чехии зарегистрированы. Ну и я специально покопался по фонду Бурятии в отчетах, значит, министерств, в налоговых, как это, министерство по налогам и сборам, да, или как оно там называется в Так. США. И там все неправительственные организации отчеты пишут. И вот они за 22 или за 23 год отчитали, что у них общая сумма, я там посчитал, 16 плюс 53, что-то где-то, ну, порядка 70 тысяч долларов. Причем там как-то очень хитро там написано, что какие-то огромные суммы были потрачены на релокацию якобы бурятошек, короче, что они там... Бурятии, да? Да, что... А я такой, это, мне тут по ушам-то, что и инфо-цыгане там спасали бурят, там автобусы поставляли. И эти, я такой думаю, вот действительно вот эти гуманитарные акции, это такое прибежище для инфо-цыган, там все, кому не лень, деньги собирали, короче, на благое дело. А по концовке билет, вот, ну, ты просто приходишь, а билет все равно 5,5 или, там, или 6 тысяч, почти в 2 раза дороже он стоил, короче. То есть там один человечек мне жаловался, что он говорит, и он пытался уехать все это время, короче. И в итоге уехал за деньги. То есть он думал, что там бесплатно как бы какой-то автобус есть там и так далее. А по факту ни хрена этого не было, потому что, ну, все решили заработать на этом деле, и инфо-цыгане, и все прочее. Единственное, что там я так понял, что водилы, они потребовали просто деньги за то, чтобы на маршрут выставить автобус, еще дополнительные деньги. И поэтому могли, конечно, с этих флажков-то слупить, короче. Ну, короче, все заработали. И инфо-цыгане собрали там какую-то, вот сейчас вот в Казахстане там, что творится, там какие-то два персонажа. У них ребенок, ну, генетически больной, то есть его не вылечить. Симптоматичное лечение, ну, там слюна течет у него изо рта, там подтереть надо, там, значит, что-то мышцы болят, сводят, там надо какую-нибудь таблеточку дать, короче. Ну, то есть его не вылечить на сегодняшнем уровне медицины, там, да, не вылечить его. И они собрали 1 миллиард тенге, на лечение потратили по бумажкам 6 миллионов всего. А все остальное потратили на это и проиграли большую часть денег, короче, В казино. в казино. И еще самое главное, что они где-то треть от этого миллиарда потратили на продвижение агрессивной рекламы, короче. То есть заработал Инстаграм там, Ну, значит, это и так далее. Ну и самое главное, что люди-то верили, что вот ребеночек-то просто, ну, вот, ну, допустим, ДЦП, это же генетика, генетическое заболевание. И все верят, что от него можно избавиться. А от него, ну, до конца не избавишься. То есть можно натренировать тело. И я знаю таких людей, которые путем просто вот жестких тренировок и обязательности, так скажем, они, ну, по крайней мере, стали ходить там, в общем, ну, как-то жизнь их немножко лучше стала, да, но тем не менее никуда от этого ДЦП не деться, потому что это генетика в чистом виде. И вот тут люди путают. Вот от гриппа ты можешь вылечиться. Сейчас от СПИДа тоже можешь вылечиться вакцинацией. И от диабета первого и второго типа теперь уже лечат. Но дорого. Но можно. А вот если у тебя генетическое заболевание, ну, нужно ждать. Хотя вот сейчас говорят японские исследователи методом CRISP, им удалось вот какого-то мутированного персонажа, короче, подправить. Ну, это, видимо, какие-то клетки исследовались. Но вроде как говорят, что вот эту делецию, трисомию точнее, которая встречается при симптомах Дауна, удалось методом вот этим CRISP исправить. Причем исправлено так, что, ну, клеточная инженерия фактически. То есть, видишь, уже даже в будущем Что может он такая нормальным случиться. стал, да? Да, что, ну, он до конца нормальным не станет, но уже все те ферментативные всякие клеточные процессы, которые раньше вот, ну, определенным образом кодировали там всякий гормональный фон, там, значит, какие-то там физиологические процессы и все прочее, можно вернуть, ну, в нормальное русло. То есть я не думаю, что там
после проведения этого КРИСП там какие-то вот внешние признаки этого даунизма исчезнут. Но в целом состояние этих даунов, оно может улучшиться. Не думаю, что они станут плодовитыми, например, не стерильными, но, например, их, ну, станут жить дольше, чем не вариант. Так, ладно. Так, не, я просто уставший, я спал всего 3 часа. Так, сейчас мы это провокационно этот удалим. А кто там провокационный? Да, тут какой-то этот. Так, Иванушка, дурачок у меня тут из Владивостока пишет. Из Владивостока. Что своим этим? Ну, что он из Владивостока. И все, что ли? Да. Ну, давай что-нибудь, вопрос какой-нибудь зададим, проверим, он с Владика или нет. Давай задай ему вопрос. Да как-то так резко так и не могу. Ну, про какую-нибудь бухту спроси. Ну да, давай спросим. Давай, Как- Иванушка, дурачок, тебя тестируем. Как у вас там сейчас купальный сезон? Как у На вас там Самаре, купальный на сезон? Самаре. На Где? Самаре. На Шамаре. Ну-ка, напиши. Там надо погуглить, короче, ты, наверное, топ-комментарий поставил, интересные сообщения, а тебе там нужно поставить сообщения все. Так, Россия, помойка, чуть лучше Индии и Бангладеш. Ну, вообще, на самом деле, Бангладеш, это же вообще сейчас мировая текстильная фабрика фактически. То есть там вот уровень профессионалов, так скажем, ну, вот этих... Швейных. инженеров там различного рода вот таких. Ну, то есть, если поглядеть, а у них там как бы вот это вторая, когда была вторая революция индустриальная, короче, там когда вот эти от паровых машин Ну переходили там к электрическим там и так далее, вот у них сейчас там такое. То есть вот это все оборудование, которое в Китае, Перестройка идет. в Китае там в 50-е, 60-е годы использовалось, оно все благополучно туда переехало, короче, и они там, ну, довольно успешно, вот как интуитивным уровнем. И в этом отношении, конечно, вот эта вот задумка, значит, русских и Лукашенко, например, перевести там 200-300 тысяч пакистанцев и там, например, Ну да. миллион там индусов в Рашку, короче, это, в общем-то, ну, реально, то есть, вот миллион вонюшек там, значит, вместе с Ну, так они баирками, не хотят, короче, они да. забушлатили, да, а они перевезут вот индусов, еще какую-нибудь, знаешь, такую касту, которая тысячелетиями привыкла к своему положению, короче, и фактически в Рашке-то создается же кастовое общество. То есть вот эти, кто при Путине, Гыбня там и так далее, вот они себя всем считают, что они на высоком уровне, они уже, и они боятся на самом деле того, что случилось в 2017 году, когда Шариковы пришли к власти, дорвались вместе со швондерами. И вот я говорю, а кто в этом отношении швондерами должны быть, короче, нынче? Швондеры нынче это мы, короче, деколонизаторы, это бурятские националисты, якутские националисты и так далее. Поэтому ничего удивительного нет. Нет, так нет, мы должны Шариковых-то тоже настропалить. Понимаешь, а как? Швондеры одни революцию сделать не могут без Шариковых. Это вот сцепка. Понимаешь, и тут факт, что там сейчас вот этих вот, значит, американские буряты там впадают в какую-то истерику, эту марксистскую, короче, понял? Но там же хитро, то есть бурят обрабатывали же очень долгое время с марксистских позиций, короче. Вот это уничтожение национальной идеи, да, не развитие ее, вместо нее вот эти все марксистские вот эти вот вещи закидывались. Причем, ну, понятно, что там сталинизм, коммунизм, социализм и так далее, это, ну, такие общие, как бы, идеи, но вот с позиции марксизма бурят очень сильно вообще, в принципе, обработали в национальном плане. Поэтому абсолютно ничего удивительного нет, что там все дурачки, там, это, они там с этих с марксистских позиций выступают, и там одна есть какая-то там тоже марксистская и так далее, она говорит, так, а что говорит? Что вы, вот если с марксистской позиции поступать, то и торговля между Россией и Китаем это вообще-то деколонизационный процесс.
Ну и вот она, например, почему-то эту тему не критикует, но она Типа очень... Россия деколонизирует Китай? Не, в том плане, что они раньше бы они через посредством США или Англии торговали, короче, понял? А сейчас они начинают торговлю не посредством доллара, а посредством юаня, типа юаня рубля, Не своей биржи. получается. Ни хера. Не, ну я в этом отношении не получается, потому что вот белые это, как его, Потому создали что- такую систему, Потому что которая не китайцы позволяет. не хотят юань, который с России. Не, ну дело в том, что вот ты как бизнесмен, откровенно говоря, ну, мне кажется, Серега, ну, хреновый, потому что ты бы знал, что юань жестко привязан, у него валютный курс по отношению к доллару. Такого всего мира, тут даже объяснять не надо. У иены Весь- был валютный весь мир курс, был привязан к валютный доллару. курс, был валютный курс, но они потом, американцы сказали, вы должны иену опустить. Японцы сами хотят, чтобы она была... Слишком крепкая Нет, иена японцы была, сами и они хотят, ее чтобы она была опустили. слабая. И они ее постоянно- опустили. Они ее постоянно держат в... И в этом отношении, видишь, по-моему, еще и у воны тоже есть курс валютный по отношению к доллару. То есть в этом отношении, видишь, разницы нет, что ты в юанях торгуешь с Китаем, все равно так Нет, или нет, иначе дело не в привязка, этом. Привязка это все само привязка собой. будет к Нет, это всё- доллару. Нет, но они же хотят, чтобы как раз убрать доллар. И поэтому китайцы, то, что Россия вот набрала сейчас себе, у России сейчас юаней там на 160, что ли, миллиардов. И китайцы говорят, нет, мы этот юань не принимаем. Это русский Ой, юань. это сказки не Это рассказывай. не сказки, это сказки, официально. сказки не рассказывай, И Серега. Россия, ну я же знаю, с людьми Серега, ну общаюсь. что ты, ну какие люди? Да чё? никак, люди проплатить не могут из России в Китай. Ой, ну что ты, ну не рассказывай. Ну не рассказывай. Там есть крипта, Да, раз. Вторая, есть вичаты. Там вот, допустим, ты захотел, там, допустим, 100 тысяч юаней купить, короче, или там 20 тысяч юаней, ну, чтобы погулять, поехать в Китай, короче. В Вичате пишешь, там, в определенных Так чатах, вот что-то никто короче. так не делает. Подожди. К тебе китаец приезжает с чемоданом денег, короче, и обменивает рублики твои, там, в Рашке, Никуда никто на не налик, ездит, на никакие юани и китайцы. налик. Не надо не рассказывать. То Да же я самое. знаю, я говорю же. То же самое, ты можешь бабки загнать ему, вот этому китайцу. А в Китае уже получить и не надо через границу тебе перевозить. И все четко будет, и не надо там телепыхаться там и так далее. Положил Они здесь, что, не телепыхаются, положил здесь, приехал в Китай, зашел там вообще к левому чуваку, короче, бумажку дал или какой-нибудь это QR-код, на и таком дают уровне, тебе это деньги. на таком мелком А ты уровне. сказки А не кто рассказывай. работает конкретно? Это Понимаешь? все произошло, потому что китайские банки хотят рефинансироваться в Соединенных Штатах. И они выполняют директивы Федеральной резервной системы США, короче. Понимаешь? Они участвуют опосредованно в санкционном режиме, потому что если они не будут, они не получат... Что? Они не получат налика, они не получат долларовых Да, кредитов Федеральной резервной системы. немножко Так не что так не, всё. не надо не рассказывать. Там есть в Китае банки, которые специализируются на работе с Рашкой. Это мелкие банки, это такая И фигня. можно, хочешь, можно провести. Ничего там А нет. все и проводят вот Нет, через таких, такие не банки. гони. Ну вот я говорю, то Так есть там проводят херня. А что выходы кто есть, серьезно хочет? возможности Нет. есть. Ладно, там, короче, начали с этих персонажей, которых забросили. Ну и вот как ты считаешь, на фоне вот того, что там среди хороших русских таких вагоны, маленькая тележка, ну вот эти агенты влияния Москвы, вот типа этой, как его, Латыниной, который все там критиковала там это, антивоенную позицию, критиковала А теперь этих она всяких наоборот. ФБКшников и так далее, а теперь она, ну, до чего договорилась. Вот видишь как? Ну, то есть у меня такое смутное сомнение, что ее просто там, ну, отвалили денег и сказали, что, ну, типа это. Но изначально же было понятно, что всякие Латынины, там, всякие Штефанов. Да здесь даже можно- Я когда в прошлом году сидел там, значит, мы поехали там купаться на озеро, ну и какой-то украинец меня спрашивает, ну ты, наверное, Штефанова слушаешь. Я говорю, да это вы что, это же зашквар, это же ватник, зетошник. Ну Он да. говорит, как? Я говорю, да ты между строк, что ли, не понимаешь, что он там говорит-то вообще, короче.
Он же вас на столбах готов перевешивать, Да. короче, понимаешь? По итогу-то вот Да-да-да. его риторики там и все прочее. То есть отдаленно что долетает. И я в этом отношении согласен, конечно, с Ханной Аренд, что есть такие, если раньше вот в древности были софисты, они говорят, ну давай вот покажи что-нибудь, вот, нужно это. То теперь современные, говорят, софисты, они с тебя требуют факты. И она тем самым говорит, что идея, она вообще-то это как из наших мечтаний происходит. То есть философия, она вообще это не просто мировоззрение, это даже вот какие-то наши идеи, которые вот в некотором пространстве витает, и ты это. И вот софист этот современный, который вот, ну, хочет, его такая риторика, да, понимаешь, он говорит, а факт приведи мне какой-то. Вот я говорю, я о независимой и суверенной Бурятии, например, говорю, да? Ну, это как философское, да, то есть я это говорю для того, чтобы объединить людей под этой идеей. Бурятия для бурят, бурятам бурятская власть, Бурятия это Енисей Адамуру. А какой-нибудь софист вылезает и говорит, факты приведи. Все быдло, все люмпины, все хотят водочку там в конце недели, Ну да. сальцо там, это намять, короче, там, значит, бутылочку выпить там, в сауну какую-нибудь поехать там, или там сходить сумочку какую-то купить и так далее. Вот они, мол, факты. Но если вот до такого доходить, ну вообще можно сказать, что людишки-то быдло. Это интересно. Понимаешь? И вообще зачем их спрашивать? Это то же самое, как вот эти европейцы всякие задают вопрос. А вот социологические опросы поддерживают ли там идею независимости Сибири там, или Бурятии и так далее. Ну и там начинают зачем-то люди отвечать, ну вы знаете, там нерелевантно проводить опросы там и так далее. А надо просто сказать, да мы нахуй этих людей не спросим. Людишек кто когда спрашивал? Саид Бурятский, я помню, в этом отношении тоже он выступил где-то, что какой-то мусульманский ученый в какой-то там книге там, 12-15 века сказал, а кто, говорит, людей спрашивает? Никто, да. И никогда. И в этом отношении абсолютно правильно. То есть людишек мы не спросим. Должна быть партия бурятского возрождения, Бурят-Гурюн, центральный комитет, значит, люди, которые занимаются эксами, там вражки, короче, переправляют сюда валюту, нам на ход ноги. Так что давайте там, организовывайтесь. Даю разрешение на разграбление 4 отделений Сбербанка с валютными ячейками, короче. В Бурятии. Не в Бурятии, вообще на территории этнической. Жирнее, конечно, в Иркутске кассу взять. Да, и самое главное, там есть казачки, в которых можно кинуть бомбу. Ну. Неужто после этого тот оперок, который завел уголовное дело на БНД, он тоже не возбудится, скажет. А как это? Вот Халтаров на стриме сказал. Понимаешь? Я более чем уверен, что... Ну, я не знаю, я выступил на первом форуме свободных народов пост России, ну, тогда Россия назывался, короче. Четко позицию высказал. Буряты хотят независимости, суверенитета. Единственная армия у бурят это национально-освободительная. Никаких союзников у бурят, кроме собственной армии и собственного флота, у бурят не может быть. Понимаешь? Это был 8 мая 2022 года, друзья мои. До сих пор никакого уголовного дела за сепаратизм не заведено. Ну как странно. Что это? Понимаешь? А почему? Почему? Потому что было уже дело в 2013 году. Уголовное. Я не пошел с ними на сотрудничество, там на особый порядок и так далее. И в итоге разгромил один я. Фактически вот это русское бандподполье, там они вообще там ушли куда-то в небытие. То есть если раньше они каждый там, чуть ли не каждый день там какие-то пасквили строчили, короче. Потом вдруг типа исчезали. Но потому что обратная реакция от бурят была крайне негативная. И я это смог превратить в шоу, мое шоу. Не меня судили на этом судилище. На этом судилище судили русню в Бурятии. И тролля бредню.
Если вы помните. Ну и, в общем, я добился там похвалы от одного бурятского режиссера, единственного. Жалко, он погиб рано, в 2020, в 2022 году. Ну, умер, сердце не выдержало. И это единственный до сих пор режиссер, который ГИТИС закончил. Талантливый человек, но он говорит, его убили. Его убивали и потом отвезли на спиртзаводскую или на, там, на стеклозаводскую трассу, там бросили, короче, думали, что он умер. Но у него, ну, он говорит, ну, в общем, он сказал, что он тогда умер как человек, и вот то, что он сейчас, это просто оболочка. Ну, голос тот же, лицо вроде тот же, там, и так далее. Ну, он говорит, да, то есть вот такая ситуация была, короче. Ну, потому что он был, видимо, национально ориентированный и так далее. То есть, и в этом отношении, конечно, многие талантливые люди, они вот, к сожалению, вот не могут открыто, потому что дети, там, значит, боятся это. Надо поэтому эмигрировать, уезжать. То есть, ну, это тоже такой значительный шаг. И вот этих многих деятелей культуры это, конечно, останавливает. Ну, так у него какая-то копеечка там в Улан-Удэ, в Бурятии есть, синичка, так скажем, в рукаве. А куда-то там уезжать, о чем-то мечтать там и так далее, ну, у них уже такого желания нет. И поэтому, естественно, есть определенная проблематика, потому что, ну, что там после Мосучилища, там, что там. Ну, я понимаю, Бадман Балдаков тоже закончил Мосучилище, ну, там же природа, характер. Ну, это наш бас бурятский. Ну, тогда все заканчивали там музыкальное училище, мало кто в консерваториях учился. Но генетика вот была, это, а сейчас что-то вообще, я так гляжу на бурятскую эстраду, там это вообще ярких звезд нет никаких. А почему? Потому что национально не Не, ну ориентированы. дело в том, что сейчас и в России нет. Ну так, это стагнация, это же Оно, да, стагнация. Это везде же. сейчас не ориентировано. Да. Так. Что там, какие-то интересные моменты? Мерген пишет, Зуртан, как смотришь, нужно объединяться с тюрками. Безусловно, я вообще Так, считаю... я слышал, что вообще он, Эрдоган, сказал, что и Бурятия, и Якутия это все тюркские дела. Ну, имеет генетика, ты тоже там говоришь, что половина бурят это тюрки на самом деле. Вот Но енисейские киргизы это и хириты, и булагаты, это мы. Я енисейский киргиз, короче. А еще может быть по другой стороне, что мы потомки государства Ляо. Еще и на Китай можем претендовать. Так что Бурятия от Енисея до Янцзы. Не, ну это... Бурятия от Енисея до Янцзы может случиться. Так что это как его. Не Все возьмем. Китаем не случится такого. Все возьмем. Китай неоднократно брали там и гораздо меньшими силами. Тут ситуация такая, русские вообще, в принципе, они должны вернуться в то состояние, да? Ну, смотрите, 300 лет татары правили через ярлыки. Потом до этого правили там 400-500 лет викинги, различного рода банды От чего и русские викингские. Потом после этого случился там татаро-литовское влияние. Там Литва захватила, и вот эти всякие Минин с Пожарским, это же татарва окрещенная. Романовы тоже это окрещенные татары, короче. То есть, так или иначе, до 1762 года, до того, как Петрушка III вошел во власть, это была такая местная, локальная, значит, постзолотоордынская знать. А вот уже когда Петр III, уже немцы начали, залезли плотно, основательно, короче, понимаешь. И они сидели вот вплоть до того, как его скинул Ленин. То есть всегда русскими кто-то управлял. И русские, они вообще привыкшие к такой власти. И поэтому я говорю, если кавказцам объединиться с тюрками, там, с казахами, с туркменами там, и так далее, создать новый проект «Золотая Орда-2», выбрать ханом Адама Кадырова,
и посадить его на княжение в Москву. Прям феодальное государство. Каким снова. образом? А как? А Ну, как захватить все там от Чечни до Москвы 30 часов. А если ударить по двум направлениям, короче, кавказцами с юга, финно-уграми с севера и со стороны Урала тюрками, Нет, ну это ты ты прям что? уже... Все, привет, каранты. Нет. Москва в осаде. А Это- что нет? Адам Кадыров нормально будет сидеть. Он же как падишах его там готовят. Вместо старшего Кадырова на должность Ну, это он падишаха. сам старший Кадыров готовит, но дело в том, что... Да, ну он уже там этот, как Геринг, как про Геринга в свое время говорили, Мгм. он говорит, как этот, как его, луженый как барабан, короче. Ну, то есть имеется в виду, что блестит здорово. Как кастрюля, да. Да, и в этом отношении Адам Кадыров тоже блестеть будет прекрасно, замечательно на этой должности. Хан всея Руси, что? Не так все просто. Хан всея Руси, пачах всея Руси, а что? Я понимаю, Могут не взять? так просто. А что не так просто? Ну как, да нет. Надстройку убрать эту все, а что? Точно так же пойдут служить средние вот эти, как его, офицерский состав и так далее. А что ты думаешь? Перемешать их с тюрками там, и все, привет. Это даже не мечты, это я не знаю, как назвать. Ну, может быть, еще пока не созрели для такой Никто. цели, И но для я такой вообще цели считаю, и не что созрели. Это все может быть только если... тут дай просто Бог. фишка в чем? В том, что, понимаешь, Серега, рождаемость очень высокая у кавказцев и у тюрков. И Ванюшки ничего с этим не смогут Дай сделать. Бог, если Россия рухнет, вот тогда надо поймать тот момент, чтобы другая власть, которая будет ломиться в России, чтобы она не сделала свой режим, а вот занять это место. Понимаешь? А больше ты никак не сделаешь. Ни финно-угоры сверху, ни тюрки там сбоку. Ничего ты не Ну, сделаешь. Серега сомневается Да у не, нас. ну Путин нормально сидит, и все его нормально охраняют. Они все преданы ему, как собаки. Что ты? Не смеши, не смеши. В этом отношении, конечно, властям центральноазиатских республик, ну там, да, вот мне узбек тогда же, помню, Не, узбеки не будут лезть туда. я все время говорил о том, что они там этим Путиным восхищаются вообще, что ой, блестящий президент и так далее. То есть есть такая склонность, что Хотят сами тюрки, такими быть. да, что у тюрков есть какая-то вот тоже слабость такой сильной руке там и так далее. Ну, вот у наши тоже вот эти буритошки, конечно, там все, вот там надо под Мархаева всем лечь, типа вот он наш там лидер, там, и это там, и такой у нас поэт есть, и Сугей Сындуев, который сейчас зыкнулся страшно. И он там говорил, я не коммунист, я мархаевец, типа, ну, он там, типа, за Мархаева выступает. А Мархаев только он, как этот, вот и так, и сяк, там, и так далее. Его сейчас ну, таджики там поймали на том, что законопроект, который, там пояснение, типа. И он там, ну, такую чушь, не он сам, ну, кто-то вот из его помощников, ну, такую российскую чушь вообще, ну, такую ну, такую примитивнейшую, настолько примитивнейшую, что даже вот, я не знаю, там, видимо, критики там со стороны Единой России подверглись. Ты понимаешь, ну, какой умственный потенциал у вот этих коммуняк современных. То есть это просто... Никакого. Ну, сейчас вот активно этих коммуняк там толкают, значит, я тоже заметил так в сепаратистских движениях, ну, так называемых сепаратистских движениях, очень много коммуняк. Ну, таких вот таких швондеров Ну, с вот этими. с Госдумы коммунистов. Швондеров с этим, Госдумы как его, коммунистов арестовали. с шариковыми. Там какой-то в Пермском крае тоже появился, там борец за Пермский край, за независимость, там еще коммунисты, прочее. потому Короче. что... Ну, я им не верю, коммунякам. Не, верить И им бывшим нельзя. коммунякам тоже Просто не верю. коммунисты, они видят, что они потеряли свою значимость полностью, практически. И они вот как-то хотят что-то сделать, чтобы себя приподнять. Ничего не получится, ни хера. Единственное, что я говорю, ждать Россия развалится. Ну, в общем, и что ты поймать думаешь этот по момент. поводу вот этих двух персонажей, короче, которым заочно на расстоянии одной недели вынесли приговоры в 6 и в 7 лет? Это Мулька, ну, имеется в виду, что это им легендирование такое, или все-таки это просто совпадение по времени?
Я думаю, здесь можно смотреть любой вариант, в том числе и что недоумие тех же спецслужб, тех же ГБшников. Понимаешь, они вот стоят, ты как говоришь, лейтенантики эти стоят, ждут, что завтра звездочку принесут, они лепят чисто. И похеру там попадает в течение недели, не попадает в течение недели, понимаешь? Потому что грамотный ГБшник, он сделает так, что будет все окей. Вот. Ну-ка, как сделает грамотный ГБшник, расскажи-ка, Серега. Но они не будут так вот хватать безумно и сажать одного на 6 лет, другого. Во-первых, тут сроки будут другие, гораздо большие. И дела будут гораздо сильнее нарисованы. Понимаешь, в чем дело? А так, за это оскорбление армии. Ну и что и у меня такое дело? За оскорбление Сколько армии. у тебя делов? Серега сейчас хвалится. Нет, я не хвалюсь, я говорю, просто мне тоже говорили, что вот ты там оскорбляешь армию. Ну и что? И сколько у тебя делов заведено на тебя, рассказывай. Я не знаю. Не гуглите, Серега вообще не гуглится. Так. Она с какого перепугу была это преподавателем иностранного языка в Бурятском госуниверситете? Да Болтатарова просто на ходу, короче, что-то выдумала свою биографию, да. Ну, я помню, она мне, короче, с пеной у рта доказывала, короче, что английский, это, говорит, романский язык. К романской группе языков относится. Я говорю, да ты что, с какого перепуга-то? Когда он в чистом виде грамматика германским языком, да, я говорю, лексики полно, ну, с французского языка, со старофранцузского причем. Ты со мной не спорь, я там где-то училась, короче, я говорю, ну, то есть, вот в таком формате, короче, то есть, я такой сразу как-то у меня так упало, то есть, банально человек, который занимается английским языком, не знает, что это язык германской группы. Говорит, романский язык, короче. Ну и еще причем... Романский чуть ниже. Да. Нет, ладно бы еще, ну взяла бы, прогуглила, короче, и сказала бы, ой, я ошибаюсь. Нет, там прям с таким с пеной у рта доказывала, короче. Ну, я такой думаю, тут даже спорить. С дурачками не надо спорить, но как бы это человек это определяет, и вот в этом отношении, конечно, пишут бегущие по донатам. Это она, что ли? Ну, я тут смотрю какая-то про какую-то ерунду, там казахская политика, короче. И вот про нее тут что-то там пишут, что она с какими-то непонятными там связалась казахами, короче. И я вот тоже с казахами из Казахстана консультировался. Я говорю, это что за персонажи? А они прямо говорят, что это русские. Ну, за этими персонажами казахскими стоят русские спецслужбы, короче. Я говорю, ну ясно все. На ответственное задание вытащили, чтобы она там в Казахстане сидела и на случай массового бегства этих бурят фиксировала, кто там перебежал, кто о чем говорит, короче, понял. Ну, а потом, когда за ненадобностью, ее в Европу перебросили. И она в Европе тоже там это, ну, как бы сейчас обустраивается, там, 5-10. Во Франции. Во Франции, причем там Окситания, по-моему, где-то там юга Франции, короче. Ну, в общем, это комары не кусают, короче. Ну, и вот это вот там такая была организация «Точка невозврата». Ну, я сразу понял, там будет такая тема, что они там в 3 рыла будут собирать деньги, короче. Болтатарова будет себе отдельно собирать деньги. Потом она бесконечные какие-то сборы проводила в пользу там Филоновой, хотя вообще бы не была уполномочена. Ну, она вообще даже Филонову не знает, откровенно говоря. И до сих пор, кстати, не отчиталась, сколько она бабок Филоновой перевела. Ну, такое, знаешь, это такое, это подхавать немножко с чужой этой, короче. Ну, там, ну, я же типа собрала там, ну, так и быть, 20% отправим, короче. Может быть. Но нигде отчетов не было, что я вот, смотрите, перевела бабки там на счет туда-сюда. Ну, в общем, такой персонаж это, короче. Действительно, вот правильно, как ее вот показали, что она там бегущая по донатам. Ну и я достоверно знаю о том, что
значит, она связана там с парочкой министров. В республике Бурятии до сих пор говорят, что министр культуры за то, чтобы она не критиковала ее, пересылает периодически там с каких-то Зарплату. офшорных счетов, ну, донаты, вот, когда она там заголосит, что денег нету, там на PayPal ей падает, короче, от какого-то министра. Что тоже как бы наводит на определенные подозрения. Ну ладно. Ну да, наверное, на такой ноте. Ну, короче, А в пятницу будем, нет, собираться? Это, по твоему мнению, это фейковое? Ну, в принципе, я думаю, Фейковое, ни о чемное, короче. И это сделано специально для того, чтобы закрыть им путь. Ну, вдруг они там, как хорошие русские, захотят вернуться, короче. Для кого-то, вот кто в США сидит, это, скорее всего, легендирование, для того, чтобы его американцы не выпнули. Хотя я думаю, что произойдет такая ситуация, что его американцы все равно депортируют. И ну, поедет это он. надо, знаешь, очень сильно американцам постараться. Не, а там же, видишь, там Легенда. ничего не надо выдумывать, потому что там у него было вот это преступление, короче. Ну, Ага, срок, понял. что он сел. И это существенно, короче. И сейчас же даже, ну, вот, людей, которые, так скажем, вообще, в принципе, не имели ничего, и даже на законных основаниях, и даже с грин-картой находятся, понимаешь, и их И их депортируют. депортируют, да. А тут какой-то там А тут проситель их сразу- политического убежища там и так далее. Ну, то есть, причем он там везде говорит о том, что у него денег нет на хорошего адвоката и так далее. А потом окажется, что его там какой-то известный русский правозащитник там защищает, что-нибудь в этом роде. Ну, я не удивлюсь, короче. То есть, и он там всем орал, что да вы все колбасники, я к вам на суды приду, там, короче, буду вас разоблачать как колбасников, он там самый главный политический, типа. А сам на свой суд никого не зовет, не позвал, Сюда понимаешь, не будет. чтобы послушать там. Ну, вот это миграционный суд, как у Ну него да. там, что какие он доводы там предъявляет, там, пятый, десятый, кто его защищает, в конце концов, видишь. То есть, тут есть такая тема. Понял? У Путина очень хорошая пропаганда. Да. И на данный момент у него, в принципе, нормальные спецслужбы. Ну и дальше что? Ну, дальше что, видишь, никто ничего сделать не может. Ну, если за... Не, их же специально выслали для того, чтобы опекать вот этих, чтобы бурятошки ну, это, из узды-то не вышли, короче. Конечно. И до поры до времени, Так видишь, получается, видишь. вот эти фонды всякие там, которые появились, и они вроде как начинали это за здравие, а кончили за упокой. Там все внутри там, ну, тупо бабки не поделили, короче, вот, ну, говорят, что в фонде вот этой свободной Бурятии, когда бабки-то пошли, ну, прикинь, на парашютике $100 000 спускается. А как пирог делить? Понимаешь, там же еще и откатик нужно организовать. Да, Там, обязательно. конференцию всякую там и так далее, этих всех пригласить там, короче, и так далее. И в этом отношении, конечно, вот эти вот откатики-то, они, ну, как бы, кто-то же себе хочет взять. Ну, а у нас не такая большая масса, так скажем, вот этих, я вот у этого Угрюмова там слушал какого-то персонажа, тоже такой подозрительный хрен какой-то там, доктор каких-то там кучи наук, такой тоже там с упоением там рассказывал про этого, про запутинца этого Осечкина. А Осечкин сам-то Подожди, а там... почему он считает, что Осечкин запутал? Не, я считаю его запутинцем. Ага. Ну, потому что он же там где-то выступал там в начале своей карьеры, что Ну, мы тут пришли за да, Путина, за этого там и так далее. Не, А ну потом... он это признал. Не, а он даже- потом он, видишь, он перековался, и он, откровенно говоря, вот этим преступникам путинского режима делает кейсы за деньги, короче. Это ты уверен в этом? Да, ну это же сколько случаев таких было, когда он там, значит, человек через него пытался, ну, который там вроде доказал свою антивоенную позицию там и так далее, мигрировать, а тот там затребовал с него $50 000 или 50 000 евро, а когда их получил, короче, вдруг везде Не стал обвинил, что, помогать. да, что это, как его, что это путинский агент, там пытается через него внедриться, хочет получить там какие-то рекомендательные от них письма и все прочее. Ну, то есть это такой психопатический тоже инфо-цыганин, потому что, ну, я так понял, что этот Осечкин там
делал до этого вот кучу бизнесов, которые у него не зафорцали, короче. И здесь тоже вот на этой теме пыток, УФСИН, там все пятое, Ну да, он десятое сейчас, это и его, так это его далее. сейчас И они главная там тема. сливы какие-то, там его там какие-то патриоты там сливают, якобы. Так они, Свои люди, так, да. так они, русские, обеспокоены вот в этих органах УФСИНа, что вот пытки ведутся там и так далее. У нас же здесь есть тоже этот дурачок-то, что который вот там пытать нельзя, там, хотя сам пытал, будучи ментом, задержанных пытал, бил, колотил, еще и грабил. Ну и признавался в этом, короче, где-то на эфирах, что вот этим занимался. Теперь вот это великий правозащитник бурятский, там, понимаешь? Ну, такую мразь надо по-хорошему, это как его, люстрировать. И кастрировать. Да, веревочкой и клюстри, короче, понимаешь, и всю вот такую мразь. И вот эти крокодили и слезки, да, они, ну это же смешно. Но это продают на Запад, понимаешь, что вот вроде не потеряны еще. Вот они вот, это же не хорошие люди, это же не система такая А выстроена. Запад А верит, это блядь. люди такие, понимаешь, вот это они хотят на бутылку садисты садить, понимаешь? То есть им главное доказать, что та система, которая в Рашке установлена, это вот не именно огрехи системы, а это вот люди такие. И они же почему, когда самолет падает в Рашке, все любят говорить, что это не система прогнила, Ага, это летчики а это ошиблись. летчики виноваты, ошибка пилота, понимаешь? И здесь такая же ерунда. Что это вот не система так работает, когда там убивают молодых девочек, а потом там через 20 лет внезапно при расследовании оказывается, что эти все, которые там этими делами занимались, и вот этот правозащитник, который якобы расследовал, занимался тем, что там пытался доказательства это скрыть. И когда это дело все наружу вылезло, короче, его сюда в Польшу по линии там каких-то русских правозащитников выслали. Здесь его еще по Варшаве увозили как этого, как якобы основателя организации Сибирь без пыток. Понимаешь? Пытались продать его здесь. Ну, а он когда рот открывает, же видно, что какой он организатор, он тупой мент. Мент. Понимаешь? И вот они не в ту среду его выпустили. То есть этого тупого мента не сюда надо было, а куда-нибудь в Америку запустить, чтобы он там тоже это. Но поэтому вот такая вот ситуация. Ладно, что там, почитаем комментарии, что там говорит. Так. Ладно, всем привет. В общем, прощаемся с вами, дорогие друзья. В Уже пятницу будете? час 20 в эфире. Потом час после эфира. Угу. Прощаемся с вами традиционным способом. Не верьте предателям бурятского народа. Говорите только Бурятия для бурят. Бурятам бурятскую власть. Бурятия от Енисея до Амура. Только так и не иначе. Не верьте ментам, не верьте журналистам. Верьте мне, Зуртану Халтарову. Бурятия для бурят. Бурятам бурятская власть. Бурятия от Енисея до Амура. Только так и не иначе.